Меня вообще очень сильно беспокоит то, что люди делают вид, как будто ничего нет. Вот вообще. И сейчас у меня знакомая, вы, наверное, знаете, что в Перевальном тогда взорвалось. И у меня знакомая, она с Перевального, она говорит, что они ту ночь сидели в подвале все. И это было удивительно. И еще она сказала, что что-то взорвалось в Заречном, что-то произошло. Но нам даже об этом не говорят. То есть все, что происходит, мы в принципе не знаем. Даже те, кто очень сильно у нас пророссийских взглядов, люди, они говорят, что очень ювелирно работают. Мне очень нравится это. Якобы вы против этого всего, но ребята ювелирно работают, то есть никого никогда не тронут. Ну, как я знаю, если я не ошибаюсь, то в Перевальном все-таки там пару погибших было. Могу ошибаться, по-моему, трое. Очень сильно увеличилось количество военных, они везде. И они на самом деле очень сильно уже надоели. Потому что я проработала в ресторане, и к нам, вот правда, каждый день приходили пьяные морды, просто которые, не дай бог им что-то не то ты скажешь, они начинали говорить, я вообще-то за тебя воюю на специальной военной операции, и тебе приходится стоять перед ними, и не дай бог что-то скажешь. Я частенько бываю в стороне Джанкоя у родственников, и там очень много, знаете, то есть баз, ну то есть там очень много техники, и она вся в камуфляже, ну то есть вот в этой сетке. На самом деле там прям, ну не очень много, ну по дороге 3-4 места есть. Я в прошлом году, в октябре, ну, я вела Инстаграм, это была старая страница, и в сторис я рассказывала о том, что это, ну, это ненормально, и о том, что война это плохо. Почему вы можете оправдывать действия этого человека? Кто-то, я не знаю, кто это была закрытая страница, то есть кто-то со знакомых, просто берет, полностью делает запись экрана и пишет, что жительница открыто дискредитирует действия президента, прошу принять меры. Через день буквально меня прям с работы увозят туда. Сначала увозят в полицию одного района, потом второго, а потом забирают в МВД. И я там очень долго сидела. Они прям каждое слово записывали. То есть они включали видео, каждое слово, то есть посекундно они останавливали для того, чтобы писать ну, то есть в протоколе все, что я говорила. На следующий день у меня уже был суд, меня оштрафовали, поставили мне дискредитацию, заставили меня извиняться на камеру. Я там что-то сказала, то есть что они мне сказали, я сказала, и в конце один из них мне сказал якобы, может тебе еще гимн Российской Федерации включить, под него постоишь. Мне один из МВДшников сказал о том, что, во-первых, он сказал, таких как я очень много, то есть по делу этому 23.3 дискредитация, и во-вторых, он сказал, нам что делать, мы тоже молчим, у нас вариантов нет. То есть я думаю, что на самом деле, если этих людей с ними нормально пообщаться, побеседовать, если они не будут бояться, то у них все равно какие-то ценности все равно немножко, но есть. Ну, вообще сейчас все очень тревожно настроены. Очень. И они сейчас, любой намек на инакомыслие, вот на проукраинскую сторону, они пытаются этого всего избежать. И этих людей очень быстро берут в оборот и заставляют замолчать под предлогом любым. То есть самые часто они очень сильно любят играть на семейных. То есть у тебя же дети, подумай, что будет с твоими детьми, если вот сейчас мы тебя заберем. Бизнес весь погорел практически, который, вот расходники, если идут из материка. Вот этот прогорел весь, потому что у нас очень многие люди на маркетплейсах сидят, я имею в виду, продают. Вот, и у меня знакомый такой, это еще было во время вот этим летом, когда взорвали первый раз мост. Он мне говорит, ты знаешь, я, наверное, больше, наверное, уже завязываю, ничего не буду заказывать и не буду уже никак сотрудничать, небезопасно уже.
То есть что-то вести, это такие большие риски, уже у нас практически сейчас ничего не открывается такого. Люди боятся свои деньги, потому что это риски очень сильные. Цены взвинтили просто до невозможности на самом деле. То есть даже та же птица, которая раньше считалась бюджетной, она сейчас просто, ну, то есть не подходи вообще к ней. Нам это объясняют сложностью поставок с моста Крымского. У меня родители, они в Бахчисарайском районе проживают, ну, то есть в селе, и у них в селе только украинские продукты. Я не знаю, как так получилось. То есть я прихожу, а там борошно. Это, это что? Я была в шоке. И вот на привозе, ну, в Симферополе, тоже очень много масла и муки именно с Украины. Я не знаю, как так получилось, но у нас ребята любят поворовать. Я думаю, что с этим что-то связано. И очень много на самом деле этого. Очень. Вот мешки стоят с мукой именно оттуда. Я думаю, что это, ну, не совсем честным образом. У нас людей очень сильно завлекают в это, очень сильно. Э, Почему? Почему люди соглашаются? В основном это не из-за патриотизма, в основном это потому, что самый главный фактор это деньги. А здесь денег, ну, нет. Нам всем приходили по домам, знаете, такие рассылки, бумажки, как вот как на выборы, знаете, и там написано то, что вступайте. У нас плакатов полно, есть такая профессия отечество защищать. И у нас вот в этих бумажках написано то, что присоединяйтесь, а, зарплата там 200 тысяч ежемесячно, плюс 200 тысяч дает Путин, плюс 195 дает глава региона, то есть Аксён. Я даже не знаю, что делать. Вот. Ну, вот моим знакомым. У нас будут, я не знаю, убегать, уезжать. Я помню, в прошлый раз вроде кто-то в Грузию даже уезжал. Вот так вот машины набивались и уезжали, когда еще можно было. У меня на самом деле вот с этими всеми событиями брат, так получилось, что вот ему 21 год был, он по контракту пошел в Украину. Как мне объяснили, он не мог отказаться, но я уверена, что это не так. В прошлом году, в октябре, он пропал со связей, и буквально через 1,5 недели с нами связались. Это был шок вообще. Нам сказали, дяде моему, что нужно заплатить 300 тысяч, чтобы он попал в список на обмен. То есть он был в плену, якобы. Он платит эти деньги. И буквально в конце ноября, нет, в конце декабря нас просят сдать тест ДНК. И ему говорят о том, что так он у вас с октября в Ростове лежит. Вот. То есть они даже тут умудрились что-то заработать. Это было, конечно, жутко. У меня сейчас братья и сестры пошли в школу, и там вообще, там вообще кошмар. У меня сестра в 11 классе, она говорит, у них там гимн каждое утро теперь надо петь. Чудесно. Да. И она говорит, мы что-то с подружкой не пели гимн, и нас забрали к директору. И у нас же сейчас есть уроки разговора важном, и каждый день они говорят о спецоперации. Вот. Ну, приходится ребенку объяснять то, что очень сильно стоит фильтровать информацию, которую им дают. Количество детей, которые пришли в военной форме, меня это пугает, это ненормально. Ну вот девочка вот в 1 класс пришла с нашего села, вот такой, знаете, темно-зеленый, вот, ну, темно-зеленый цвет, хаки. Вот в пилотке, в форме. И это было ужасно, конечно. Просто у нее мама немножко с приветом. Мама очень сильно поддерживает этот режим. Я уже молчу про детей, которые в кепках Z. Я до сих пор не могу от этого отойти. Я в шоке. Мы вчера были на Бахчисарайском районе, и там проезжал ребенок на велосипеде. У него была футболка Z и кепка Z. И рядом с ним мамаша. Ну, то есть я уверена, я просто уверена, что у нас будет просто чемпионат по переобуванию. У нас люди переобуются вот так. Я уверена в этом. Просто это просто нужно будет увидеть.
Я точно знала и знаю 100%, что в любом случае нас будут освобождать. В любом случае. Тут самое главное — это держаться подальше от этого всего военного. То есть, ну, от всех военных сооружений. То есть, ну, и я сделала вот этот вот. Если что, у меня есть план Б. Я убегаю в горы. У меня просто семья, она живет прям около горы, и если что, я куда-то вглубь в лес.